Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Возвращение блудного сына, можно сказать так. С вчерашнего дня в Ютубе массово начинает кидать видеосюжеты с Русском Пузуртановым. Там десятки, за день они кинули десяток видеорядов. И я их многих посмотрел. Великий ингушский ученый, фальсификатор истории и большой патриот Ингушетии решил снова объявить сенсацию всему миру. И вот какие претензии у него имеются на данный момент. Но, как всегда, ингушская песня, сказочка о ингушских земель до реки Аргун, вот, Аргун. И вот Кабанского, я слушал, вот этот ролик тоже очень сложно понять, потому что он очень много у него тезисов. Очень много вот этих историй, вот я сейчас, вот это вот за один день то, что он поснимал и ложил в YouTube, вот этот, вот он умудрился несколько роликов одно и то же повторить по-разному, хотя я хотел другой ролик, где он про этот Аргун говорит, но тут тоже можно понять. Внимательно, пожалуйста, послушайте. Я просто хочу, никогда я этого не делал, первый раз делаю. Хочу его прямую речь сюда вести, и вы поймете, о чем я. Река Аргун, естественно, исконная этническая граница между русским массивом и дагестанскими народами, среди которых Чечня. Там даже не, смотри, там даже не это. Вот почему наши отцы никогда не путали ни свои территории, ни чужие. Да, не путали, ингуши не путали. Почему? Потому что это оседлый народ. Они знают, где кто жил, где что делал. Да. Хотя можно сказать, кто сегодня живет там, это их земля. Да, можно так. Другой вопрос, почему именно по Аргуну? Да потому что за Аргуном это и есть Карачаево-Каякинская культура. Там совсем другая культура была. Да, формы захоронений другие, народы другие, традиции другие, да. Чеченцы входили в эту каякинско-карачаевскую культуру, да. А все, что от Аргуна сюда, Центральный Кавказ, это кабанская культура. Центральный Кавказ, ареал проживания ингушского народа, он всегда затрагивал регионы смещения вот этих культур. Всегда в ареале этих культур, какие бы стороны крылья культуры вот, географически не уходили, все равно покрывалась область Центрального Кавказа. Это место исторического, исконного проживания ингушских племен. Да. Да. Кабанская культура, она шла до реки Аргун. То есть до этой реки Аргун жили как раз и ингушеязычные общества, которые сегодня частично в чеченском народе. Да. То же самое было на запад. Да. Вот сегодня там живут народы, которые смешались там это. Но фактически это ареал проживания в прошлом ингушских племен. Да, Вы сами слушали прямую речь этого великого сына ингушского народа, русским Пузуртанова. Он, понятно, чеченцы, это кто не знает, Карачаевская, он вот говорит, земля чеченцев это Карачаев. Знаете, где находится Карачаев? На границе Дагестана. Он имеет в виду, что он не говорит, что он хочет сказать, он потом это, сейчас он вот так подвел, он раньше в другом интервью говорит, вот чеченцы, да, жили в
Арачой, это их, а все остальное наше ингушское. И вот он хочет провести, вот, говорю, представляете, одно маленькое село, вот это цивилизация, даже единственного, вот это Харачою, там Абреки Зелимхан родился, вот эта вся, вот эта ценность, вот этого Арачоя в чеченское общество, вот Абреки Зелимхан там родился, и вот эта вся ценность, и девичек, как оса там для туристов, вот это, вот две, еще третья достопримечательность Харачевский водопад. Но это, правда, надо идти в горе, и вот там вот три достопримечательности хорошо, и вот оно современном, вот это понятие, нету такой исторического понятия, что вот это, оттуда родилась чеченская культура, чеченская история. И нам, чеченцам, он дает право, даже, представляете, даже хорошо, знаете, это ингуши этого не поймут, потому что они не знают, что такое хорошо. Это какой-то самый последний поселок в Веденском районе на границе Дагестана. Вот это там даже 1000 человек, там сколько-то, очень маленький поселок, и село оно. И вот этот перед перевалом, там голубое Кизино Ам, раньше назывался Голубое озеро, по сравнению с вот этим Кабардинским. И вот это Дагестан, граница ровно на границе Дагестана находится этот поселок, и этот человек утверждает, что мы оттуда вышли. Но он говорит, ингушские племена, да, у вас очень много племен, и вот это, и я не говорю вот о других видео, вот срач в этой комнате, даже стыдно, вот, смотрите, на столе какие-то груды мусор, вот вся его вот деятельность вот такая, сам он утопает вот это говнище, в этот, все вот это, пакетики там сзади, спереди, и в этой комнате видели бы, это нормально. Вот этот великий ингушский суд, вот вся его работа, вот как вот это пакеты, вот этой грязи этой комнаты, точно такой, он грязной душой, грязным помыслом, и вот начинает, вот уже книжечку издал, нужно сейчас снова деньги на вторую книжечку, и вот сразу же приступил к своим обязанностям великого ингушского историка. Да, самое интересное, вот я даже самим ингушам не стыдно это слушать, самим не стыдно это лайкать, самим не стыдно, вот как это грязно, вот оккупация грязи, разве это достоинство чеченского народа или достоинство ингушского, кавказских народов? У нас же есть какие-то границы, там нельзя опускаться. Одно, это наркоманы опускаются на дно, это проститутки одно опускаются, алкаши на дно опускаются. А вроде бы вот на человека смотришь, свежий выбритый, причесочка, да, за собой следит, хотя в комнате в таком бардаке, таком страшно, нормально привести можно в порядок это, прежде чем сесть. Это в других видео видно, это грязью. Вот вся одет вот в грязи, он вот, из дна вещает, вот из дна. Подвал какой-нибудь кинули и вот сказали, вот тут у тебя рабочая комната, давай, русики, давай, нам нужны материалы. И странно, и потом вы говорите, что мы должны к этому равнодушно, спокойно относиться. Это только один спикер, оратор античеченской риторики, а есть таких десяток. Знаете, десятки ораторов у вас. Вот это Идрис Абадия, Сараждин Султио, это Исаак Адзойо, это очень много. Потом это новое поколение Этинофоба, вот это Танзила Чебиева, вот этот Руслан Долгиев, вот этот
Танзила Заурова, это Масягова, это Абогатия Магомед, типа писатели, мы историки. А представляете, вот этот, весь этот мусор ингушский, я называю это мусором. У нас в Чечне сколько профессоров, сколько академиков, у нас академии наук, у нас все, вот, потому что очень много, вот даже этот, как это очень много профессоров, доктора наук, доктора вот это, они кандидаты наук, а вот очень много, потому что очень много нефтяной вуз, чеченский госуниверситет в Москве, Питере, везде наши, в Ростове, везде. Чеченцев же много, очень именитых людей. И то ни один человек, не как вот эти ингуши, их никого нет, они по крупицам их всех собирают, и вот это никчемы, вот это никто. Вот перед вами этот Озуртанов, что он мог окончить, Грозным что-то он окончил. Вот в Грозном училище что-то он окончил. Или, может быть, если повезло ему, в Грозненском университете учился. Там, может, что-то вот это. Нет, просто это высшее образование. Высшее образование имеет, знаете, очень много людей. Это значит, ты профессионал своего дела. Вот он на все, он мастер на все руки. Он хочет издать в этой филологии. Все, вот, что, вот история, литература, вот на все замахивается. По-моему, академика Руслана Бузуртанова, я не читал в Википедии об этом, великих заслугах вот этого человека. Он даже не академик, не профессор, никто он. Просто человек вот свой номер телефона поставил, чтобы ему денежки капали, свой номер сберегательного счета, Сбербанка карточку поставил. Вот деньги, вот цель деньги собирать. Поэтому я и говорю, куда смотрит ингушский профессиональный йога. Вот фейки, вот человек создает фейки. А не одни фейки, тысячами фейков. Вот вся его деятельность фейки. Вот даже вот в одном этом видео он сказал ингушские племена. Какие ингушские? Расскажи нам, где это ингушские? Он говорит, ингушское сообщество Доргуна. Расскажи, какие сообщества Доргуна ингушское? Это же фейки, это же неправда. А потом он говорит, это чеченская культура, вся вот чеченская, вот это Харачевский. Понятия Харачевский нет. Вот он выдумал, потому что специально уколоть нас. Это поселок, который почти умирает, но он в прекрасном, красивом месте, это село Харачево-Веденского района. Многие туристы приезжали это прекрасно красивая локация, и там, я имею в виду вот туда сунут нас, вот этот какой-то горный поселок, в Веденском районе 30 населенных пунктов. Сегодня он взял Харачо на вооружении, но он хочет сказать, что Ичкери, что только ичкеринцы. Это у многих ингушей вот это проскальзывает, когда ты говоришь, что имам Шамиль, мы воевали, нет, вы не воевали, это белготовицы воевали. Вот какой-то звинет, и вот это такое. Порядочный эти человеки, я не знаю, непорядочный, вот это, мы не об этом, не об человечности. Вот какая продажная тварь, вот это. Правда, вот он в советское время, скорее всего, интересно, вот, у нас не имеют вот за такими людьми, вот этого человека, вот это неспроста, вот можно было выкопать все, что угодно про него. Вот зайти этот архив Агабат, чеченской ссылки, где-то что-то найти. 100% их не один. КГБшники. 100%. Потому что слишком продажно
личность. Вот он все рассказывает про Чечню, вот часами, годами, все, вот ингуши, вот там же, вот Аргунская еще, потому что это исторически, там 500 памятников архитектуры, там у них ничего нет. Они говорят, мы башни, мы строители башен, а по факту там ничего нет. У них на ровных местах все эти башни, Эгикал, Мегикал, если посмотрим, на поляне, на поле, никогда раньше на ровных местах не строили ничего. Да, строили, введено, в 1820 году построили крепость на ровном месте. Вот русские строили, а в войнах и горские племена, это же для защиты, это для вот это, вот как можно на ровном месте построить вот эти. Ингуши это строили. Это значит, что? Это значит, в 1800-х годах они это строили. Потому что когда шла война, другие народы воевали, они себе дома строили. На чужих территориях. А потом, да, или чеченцы эти места оставили, куда-то переселились, вот это тоже их. И вот я не пойму вот этого стремления этих ингушей, там восторженный, да, вот он прочитывал вопрос ингуша, который говорит, наша исконно этническая территория ингушей, это до Аргуна. Вот этот парень задал вопрос, а он отвечал. От фейки-мечки, вот. Где эта служба, куда ингуши, что нету у них вот это? Хорошо, это проживает. Я удивлюсь, если он проживает на территории Ингушетии, он такое говорит. Я удивлюсь, но, скорее всего, он не проживает, как все ингуши, сбежал куда-то, в Европу или где-то там, где-то вот это. И вот это, заблокировать карточку можно, заблокировать телефон, все, если дома, вот это, можно человек, если не прекращает уголовное дело, все, гудбай, товарищ, а без кола, а без двора и гуляй дальше. Я должен объяснять ингушам, ингушским правоохранителям, фейки, когда человек создает фейки, вот это нехорошо. Нехорошо. Да, там и бывают спорные вопросы. Это можно, даже ваш сейчас, всех осетин, всех чеченцев себе приписали, и то у вас 500 тысяч. Сколько у вас было тогда? Мы же, вот 220 тысяч у вас не было. Как вы могли покрыть территорию всю Чечню? Как вы могли покрыть территорию всю Ингушетию? И как вы могли, вот он же говорит, другие народы, не только говорит Осетии, еще другие. Вот у них есть вот этот, от Аргуна до вот этого Нальчикова, вот даже кабардинцы, они, наверное, сейчас, просто сейчас своего, вот это, другие, вот это, вся кабанская культура, вот у них такое понятие, вот любую какую-нибудь культуру себе присваивают, и вот это они смотрят по картам, конечно, ложится. Вот грузинская сошка, они нашли урзуков, горцев, чеченцев. Это нет, наш там, это территория тоже Ингушетии, значит мы скажем, что Дурзикет это мы. Вот они всю вот эту пространство себя присваивают. Глигвы, хорошо, Глигвы, Грузия, часть Осетии, часть это, вот это, часть даже Чечни, нет, все вот это мы. И вот сейчас кабанская, вот это ноу-хау, кабанская культура, как может народ, который даже сейчас самый малочисленный народ в России, самый маленький регион России, вот такие наполеоновские амбиции, вот наполеоновские амбиции. И как, конечно, они удивляются, просто сумасшедшие. Чмошником он, скорее всего, был чмошником, в школе его пинали, вот злость, вот он мстит жестко, вот житель города Грозно, житель Чечен-Ингусской ССР, он проживал там, учился, я не знаю, там работал, чем он там занимался, его мать, он там историю рассказывал, что в Грозном он его потом, вот это, какая-то нечеловеческое вот это желание унизить
чеченца, вот это я не пойму. Мне, если я был бы ингушом, мне было бы стыдно. Так нельзя, вот так нагло, так бесцеремонно, так и вальяжно. Хорошо это, а, хорошо, что даже он, даже Тухум даже не сказал, ичкеринец раньше, даже он очень не хочет позволить сказать, что вот у вас даже не было своего, вот вы входили в состав вот этого Осетинского военного округа, товарищ, ведь ничего не было, когда это шла Кавказская война, а в Чечне было что? Ичкеринский округ, Аргунский округ, Грозненский округ. Чечня входила в 3-4 округа. У вас даже вот это ингушевское, это потом появилось, когда русские победили имама Шамиля, его пленили, и вот вы, шакали, прибежали, русские за это умирали, а земли получили вы. И вот вас создали, вот этот 1810 года, вот вы как это заключили договор, а потом, когда война закончилась, вы получили, вот у вас даже вот ингушевского округа не было, когда был это Ичкеринское, вот это, поэтому вы не хотите, и вот Аргунский округ, он же существовал Аргунский округ, вы вот это хотите, вы вот это, поэтому вот это Галанчевское в 2008 году вы вот эти земли себе присвоили, и вот Галанчевский, Чеченский район присоединились к себе. Рощиком пера, без согласия, Чечня идет война, пусть они умирают, а мы, подлые ингуши, нож в спину своим братьям чеченцам, захватим их земли. Нет, вы не включили состав Ингушетии таким же рощиком пера, ваш пригородный район. Товарищ Бузуртанов, вот вы, когда я сказал, Танзила Чабиева, она вот это, вы прискакали и хотели там защищать свою ингушку. Вот вы кем себя видите? Если вы не был бы ингушом, скорее всего, не ингуш, у вас Узуртана, войнавская фамилия. Вот кем вы видите себя? Вот как вас можно уважать, как вас можно за вас возраст у нас принято уважать. В любом случае старше меня, в возрасте моего отца. Я по логике вещей, по воспитанию должен тебя уважать. Если я, вот слово, которое я сейчас не смогу сказать, вот как раз это ты. Использован, потом тебя тоже используют, и вот выкинут тебя, или сам сдохнешь, я не знаю, что с тобой будет, вот это, и такой ты человек, тебе самому не стыдно, я удивляюсь, и вот такой вот, это только один руль, вот он накидывает это, но он, кажется, и сам эта группа какая-то, вот сейчас создалось очень много групп у них новых, это Академия цифрового, вот этого Гуцериева, тоже больной человек. Вот, имена-то понятно этих чеченофобов. Вот он хочет благородное дело делать, а вот такие, как вот эти присобленцы, это Узуртановы, лютные, и вот они... Вот, конечно, будут использовать. Вот этот человек, молодой парень, вот послушает его, и ему покажется, да, это, а почему нет? А почему и не так? Вот, ну, скорее всего, вот это размывает границы вот всего, вот какой-то у него вот странно. Результат, если был бы, я понимаю, какой-то, вот даже, мы забыли про пригородный район набережной часть Владикавказ. Мы про это не говорим, не существует, еще. Только Чечня, только Чхамартан, только Бамут, только Асенка, только Сильноводск. Потом другие хотят, вот эти, у них же разные сумасшедшие. А вот этот сумасшедший хочет всю горную
Чечню и Тумкали, потом другим, и Тумкали нашу, это только ингуши там проживают, и Тумкали, да, чисто чеченский. Вот, у этого сумасшедшего только горная часть, он претендует на горную часть, а есть другой сумасшедший, который претендует, вот это Заурова, Танзила Заурова, не Чах Ахриева, вот она там работает, она претендует на Ачхая Мартан. Потом другой сумасшедший сын знаменитый Мусы Долгиева, Руслан Долгиев, вот он хочет, вот этот Терский 3 район, Щелковской, Наурский, Натешный, бывший Каригалинский. Вот это вот так. А потом другой хочет чисто на Бамут работает. И потом другой, знаете, Асин Ксеновский, вот этот Сырновский район, вам мало того, что вы в 1992 году прихватили 2 чеченских района, Сунжинский и Малгобекский, бывший Псидахский. Потом у вас была провокация прихватить Галанчевский район в 2008-2009 году вы затеяли. Это мы отобрали. Сейчас у вас Сырновский район. Ачхай-Мартановский, Наурский, Щелковский, Натешный и Тумкалинский. Вот если Даргуна, Шаровский, Шатовский, все вы хотите захватить. Вот. И скорее всего, это специально вот так. Каждый провокатор, каждый вот в своем, вот этот человек будет гнать, что чеченцы только за Харачоем живут. А за Харачоем что? Ничего. Ни одного чеченского поселка. Горы, а там Дагестан. Вот граница, вот сказать. А потом это он так говорит в другом или в этом видео, что вот это, они относятся к дагестанцам. Да. Мы относимся к дагестанской культуре и сохранили весь этот Северный Кавказ. Вы, товарищи ингуши, прятались в горах, тряслись в этих кустах при первом же выстреле русских. Мы, чеченцы, адыги, черкесы, все, вот даже дагестанцы воевали, там боролись за эту свободу. И вот последние 25 лет Чечня, вот чеченский народ взял на себя самую великую, вот 25-летняя война, везде описываются все поэты, все вот эти русские, самые тяжелые времена в Чечне. Вот мы отстояли этот Кавказ. Он не был бы таким. Тут были бы везде русские станицы. Что думаете, ваши Ингушетии была бы? Не. Была бы все русские станицы, как в Краснодаре, как вот это. Все была бы другая картина. Весь терек был бы вот это. И, конечно, какой-то вот непонятный чел, сейчас снова выскочил, он просто издал книжку, немножко успокоился, а потом захотел снова. Слава, он разложил какие-то бумажки, кошмар. Я был 16-летним подростком в каком-то году, вот так писал свои рассказы. Вот как будто бы нету ксерокс, как будто бы нету принтера, как будто бы нету компьютера, я не знаю, лаптопа. Как может человек вот так? Поэтому у него пещерные вот эти мысли, пещерные вот это рассуждения. 10 человек даже не может себе нормальную комнату, как Исаак, когда это видно сразу. Хотя Исаак это тоже такой же любитель этих ингушей. Ну, это понятно, он ингуш, он любит, он, хотя из Северной Осетии, но просто любит этих ингушей. Хорошо. Но он же тоже допускает какие-то, вот, но он, вы видели, как он выступает? Красиво, вот это, сзади книжечка аккуратно положена, никаких пакетиков, никаких сумок, ничего, чистоте. Вот он сядет, выступает, посмотрите, бомж какой-то. Разве можно так работать? Разве можно в таких условиях что-то создавать? Конечно, ты будешь штамповать. Как бывает, на почте было раньше, когда ты заказное письмо отправляешь, они, вот было вот эти кустарным каким-то там способом, они печать сзади, вот это, какой-то вот это, печать сзади ставили.
Вот они должны его растопить, эту смолу, и смола сзади туда налить, потом она сохнет, и потом ставят в печь. Точно такие кустарным методом. Все, и вот, какие-то листы, вот, я этой книжки, все, нету вот этих, я не знаю, в наше время же все есть. Какие-то, можно вот эти бумажки, вот я сейчас, я говорю, у меня вот все разложено, хотя такое, что я тоже любитель руками писать, но все разложено у меня, все по именам, вот свои вот эти папки, вот это. Ну как так можно? Можно так? Нет, так нельзя. И вот потом, конечно, это будут давать сенсации, будет давать, и как нам относиться к таким людям. Многие не поймут, что я хотел. Я говорю про эту грязь. Вот это. Просто вы знаете, так не бывает. Человек в одном деле чист, а в другом вот это все вот так. У него сердце грязное, поэтому вот эта грязь-то. Вот душой он вот непорядочный человек. Вот скорее всего, вот многие там в Грозном, где он жил, вот они рассказали, сколько он подлости там сделал, сколько он всего сделал. Вот они, конечно, его соседи, но сейчас, знаете, после 2 войн, многие умерли от этих последствий, многие, вот мало свидетелей осталось, но, скорее всего, остался. И вот, к сожалению, вот такое. Вот радость то, что вот пришел Бузуртан, сказал бы, ребята, вот так, да, вот вы, чеченцы, вы, может, и не согласитесь, я так думаю. Бывает какой-то нейтральной позиции, ну, говорит свое, нет, там все перечеркнуто, вот это ему понравилось, он вошел раж, вот это, никто его не останавливает, и когда безнаказанно, понимаешь, что ты рот открыл, никто тебе морду не дал, как в молодости. И вот это молодость, тебя ты держал себя, все это зло, все это скапливалось. И сейчас фейерверком, фонтаном, все он выплескивает, яд. Это я даже стыдно мне за это, если честно. Такое у нас единственное, у нас сколько это, даже там Мусаева, вот, профессор, доктор какой-то, она, это Танзила никто, кандидат, типа, и вот она везде бегает, вот какие мы разные, чеченцы, какие мы разные, вот сколько у нас этих академиков, писателей, не слышных, не видных, а вот все эти ингуши, вот Гогиевы, вот это, теледиктор, очень много, Лейла, вот это, Гагиева, вот это, ой-ой-ой, это катастрофа, конечно, это катастрофа ингушского народа, мы в прямом эфире наблюдаем за это, конечно, это ни к чему хорошему не приведет. Да, вот он своими, вот он, пока он будет жить, еще вот многих там, немного там, он сделал, вот, конечно, это пока подрастающий, равняет Исаака Джо, тоже, наверное, мог бы вот так, вот он из-за здоровья, скорее всего, не может, а вот этот потомок Бузуртана, а потом они удивляются, вот я на днях наткнулся, вот на пост вот это войны Дог, я тоже там сижу, иногда смотрю в программе ингушской, и вот им мне нравится, что некоторые чеченцы, ингуши, мы-то чеченцы, не говорят, это ингуши, ваши братья, они говорят, что это ингуши, а говорят, некоторые чеченцы, некоторые ингуши не хотят, чтобы мы называем в войнах и возмущаются. Что вот, потому что их сайт это войны Хандуг, это войнахское сердце, и вот им не нравится, что вот их не считают ни чеченцами, ни ингушами. И это вопрос не к нам
риторический, это вопрос к самим ингушам. Вот когда вы вот на этом сайте, вот этот, вот тот же самый Узуртанов экстремист и фальсификатор, он вот наглый. А вы, вот он что-то сказал, вы не это говорите, нет, это не так, нет, вы не говорите. А потом вы по-другому на это основании вот этой информации снимаете этот ролик, потом выкладываете туда вот это война гандок. Вот ингуши такие, ингуши. А что вы ожидаете? Вы же тоже вот эта пропаганда, она не один Бузуртанов, вы тоже поддерживаете, вы тоже подпитываете своим подписчикам. А потом, когда этот же Бузуртанов говорят, что война это ничего, вот вы возмущаетесь. Я видел вашу, вот вы приехали в Чечню, какой-то чеченец пригласил, это святое для чеченских ингушей место, вот это шейх Кунта Хаджиева, вот это, сейчас, село Аянсан, по-русски, Сесана по-чеченски. Вот это село, где мать ее родилась, святое место, короче. И вот они не могли отказать, потому что они жили в Жартенмене, который этот паблик войны Гандук. И пришли. Просто, чтобы вы были, я смотрю, как будто бы просто не могли отказать, поэтому пришли, потому что сказали на могилу вот этого шейха прийти, вот они не могут отказать, потому что они старики, они пришли, и что вы думаете? Вот как в музее человек приходит, же видно со стороны, вот 15 минут они походили там, и сразу сели на своей машине, сразу уехали. Приехали в Чечню, что, представляете? Вот, они не могут отказать человека, искренне пригласил чеченец. Вместо того, чтобы походить там, поснимать, я не знаю, что угодно можно сделать. Там в Грозном даже мимо пройти, или где-то там вот это. Не, вот это, пришли мы, да, вы бы сказали прийти вот сюда, мы пришли, все. Вот так, поэтому эти ингуши не хотят быть в войнах. Это не мы, чеченцы, это им голову дал бы он. Вот это вы сами ингуши. И у вас, даже у вас стат войны индок, вот очень много, вот это там 130 тысяч подписчиков, понятно, там многие чеченцы своих ингушей вы столько не насобираете. Это многие чеченцы у вас поддерживают. И вот потом удивляетесь. Вы же, когда вот этот русский Бузуртан все это ересь говорит, вы же не снимаете ролики, и опровергаете это? Нет, это Магомед Албагачи, ой, святая Русь, святой вот этот Георгий, правильно? Он лицо свое прячет, но и можно найти на телеканале Умшет его ролик, 2 ролика, по-моему, один ролик, где он, когда он книжку типа выпустил, хочет выпустить типа, он историк, вот это. И вот сейчас деятельность вот этого святого, за войнахскую дружбу, за это, за все, вот это, мы, чеченцы, должны цепляться за это войнахскую, вот это, потому что это выгодно ингушам, это нам не выгодно. Потому что они могут сказать, вот это 65 лет вот нас выводили за нас, мы в войнах, а мы братья, а сейчас вот этот черт все это высказывает, все это выговаривает, и я не знаю, что мне, я вообще удивлен, если честно. Представляете, тысячи роликов, вот такой вот этот, без... В каждом ролике у него вот это трэшово. И Федя делает. Вот ему захотелось, хорошо, населяли до оригинала. Где вы? Вот соберите тогда, сколько у вас было сейчас. Где вы, вот где вы находились? Какие племена? Назовите имена. У вас же нет, как у чеченцев, тейпов. Вот у вас в 2014 году было вот это сход вот этих ингушей.
типа Тепа, Оздо, они обратились к ингушскому народу. Там такая-то их родовое какое-то кладбище, что-то такое. Знаете, как это? Теп бывает Теп? Оздо, фамилия. Вот я знаю Оздо Тимур, это его фамилия. Вот я принадлежу Тепу Дишни, но моя же фамилия не Дишниев. Туда уходят сотни в чеченских фамилий. Как это? Дишния? Нет. У нас такой нет. У нас вот примерно Тепа Эльстантанжой. Это село Эльстанжи Веденского района. Там же нет, вот там есть другие фамилии. Магомадовы, Гунукбаевы. Все, какие хоть фамилии есть. Но же нет же фамилии Эльстанжиев. Нету. Агишбатой. Село Агашпатой есть, Теп Агашпатой есть, но фамилии же другие. Бесуркановы, разные. Есть Теп Эрсиной. Фамилии Эрсиной нет, есть другие фамилии. Все вот у вас еще вот так, по фамилии, вот Азмы Аздоев Теп и фамилии Аздоева собирается. Там 100 человек маск. У нас Теп Дишни это почти 100 тысяч человек. И вот видите, когда вы в советское время гордились, что у вас нету Тепа, вот вы бросались этими на каждом уголке площади Грозного, у вас, вы типа колхозники, Тепы, вот это у нас нет, у нас только фамилии, у нас только роды. И вот у вас все вот так, товарищи ингуши, у вас ничего нет, у вас нет ни племен, у вас нет ни тейпов, ничего у вас нет. Сейчас вы в 2000 года начали говорить, что у вас тейпы. Вот ваши тейпы Оздоевы, да, это тейп, да, это фамилия. И вот чем разница, чем мы разняемся? Вы подлостью, вы трусостью, вы лицемерием, мы гордые, достойные, мужественные люди. Это как бы масло и маргарин. Вот. Разницу видите? Почувствуйте. Тот масло это чисто, а маргарин это искусство. Вот вы это вы, товарищи мужчины. Вам совесть зевать вас некому, конечно. Вы совесть зевать вас некому. Вот любить вас никому, не запретишь, это тоже этот мать Аслан, чечен, ну там сейчас говоришь, ты эхой, хорошо, ты будешь акинцем. Это тоже один из тукумов чеченцев, как ингуши тукум, вот вы тоже акинцы из наших тукум. Хорошо, вы не любите это говорить. Ну хорошо, ты говоришь, я люблю душой сердца вот эту чеченскую певицу Маком Эжиеву. А потом мне под моими роликами пишешь, я признаешься в любви этим ингушам. Ты определись, дорогой мой, или ты любишь чеченцев, или ты любишь ингушей. Определись. И мы понятно, мы поняли, что твоя мать ингушка, Эвлоя у вас по материнской линии, то ты, значит, Аслан Евлоев, хорошо. Поняли мы. И вот так у вас все, вот так у вас. Вот там то такие, возвращением, блудный силы отвратился. Вот стандарты, вот как это... Разве можно на них равняться? Даже не стоит даже про них говорить. Просто нужно, конечно, да, нашим не хватает вот этих интриг чеченца. Вот давно бы, вот его заткнут, это вообще бы. Очень много профессоров, они вот сидят в этих кабинетах и думают вот так. Главное, чтобы вот это
соблюдать честь, соблюдать вот это. Но знаете, вы же зарплата, вы же получаете это, какие-то профессора, какие-то учебных заведениях работаете, институтах, университетах, даже академии есть уже в Грозном. И как-то надо себя хотя бы, надо какую-то позицию иметь. Вот приличие, вот я тоже вот так, как вы, постоянно приличие, ущерб себя, нужно немножко открывать рот. Немножко, да, это вам не хочется это в грязи копаться, но, знаете, можно просто не копаясь, достойно дать человеку ответ и показать, вот я даже, вы можете, у вас и аппаратура, у вас и красивые голоса, что угодно можно. Очень много можно пользу привести своему народу, своей стране. Конечно, это же тоже какое-то вредительство, какое-то извращение. Вот это, извращенец, по-моему, этот человек. Вот, честное слово, вот так извращаться, я понимаю, там какие-то споры, какие-то на границе что-то, или какой-то вот это, лезть на всю вот это, кабанки, которые находятся вот тут, мы преемники кабанки. А кто вам, товарищи, сказал, что вы преемники кабанки? Никто об этом не говорит. Никому не нужно, только ингуши это знают. Вот дзурзуки. Кто вам сказал, что вы дзурзуки? Вот глигвы. Кто вам сказал, что вы глигвы? Там же не написано, что глигвы это ингуши. Ангуши. Гангуши. Гаргирей. Какой-то карты Аргирей, страна нарисована. Это мы. Вот слово «га», вот все сразу. Говно это тоже ваше слово? Может, вы тоже этот свой обиход ведет? Вот, слово «га» это все, вот, понятно, 100% автоматически это ингуши. Потом на слово на все слова. Все, кабанский это мы, дзурзуки это мы. Все, мы. Хорошо, вот я вам, гнида тоже ваше слово, вот гниды, мы гниды, я гнида, мой отец гнида, мой прадедушка гнида, вот слово тоже г, на букву г, знаете сколько слов на букву г, гондон тоже на букву г, я извиняюсь, конечно, тут прилично, просто это некрасиво, я знаю, я извиняюсь, я это вылетел. Но это вот так, это, если вы будете претендовать на букву Г, это вы далеко, просто хочу показать, что вы далеко пойдете. Скорее всего, вы пойдете далеко. Так что, дорогие мои, я бы вам посоветовал немножко убавить свой вот этот пыл, убавить свои аппетиты. Знаете, кроме вас существуют другие народы. Вы даже вот сейчас уже тебе голова, товарищ горский еврей, грузин, я не хочу осетин, ты кто ты по национальности, мне пофиг, но ты въезжаешь от имени ингушей, от ингушского рода. И это ваше право слушать это гниль. Это, да, гнида. Вот хорошее имя тебе. Вот так. Вы будете нас оскорблять, мы будем вас. Вот получит вот это, вот назло врага мы друг друга будем грызть. Если вы не я бы вообще свой рот не открывал. Никогда не открывал свой рот. Нигде я не участвовал. Никаких вот этих. Хотя я мог бы, конечно, даже за деньги себе хороший компьютерчик взять. И вот человек бы и сайты создавал, я мог и сайты создавать, все что угодно. Но я же это не делаю. Зачем мне вредить ингушам? Это же кто? Наши соседи. Даже если они считают нас не братьями, это же соседи. Куда соседи деть? Никуда. Если вы были бы искренни, ваша критика была бы разумная, я бы так не возбуждался, я бы так не возникал.
Если вы говорите, чечен, вот чеченский земля, вот пальцы туда пока. А почему ваш палец в сторону пригородного района я не вижу? Почему я не вижу ваши высказывания вот на этот ад? Вот это выше, это ваш исконная земля. Это вы оттуда вышли. Значит, вы оттуда не вышли. Значит, вы, то, что говорят, что вы от нас, это правда. Это значит, вы наш тукум. Вот, Вайде, вот, хотят славу, вот, люди, вот это, старейшины, вот это, и решили, затем, да. Мы будем ингушами, ангушами. У вас 4 шага. Вы же не мы, царинская, вот это, Жерахская, Галгайская. Там очень просто 4, у вас только 4. Даже вы не можете претендовать на Чечню, вы не можете претендовать даже на эту Осетию. Даже вы не можете претендовать на нынешнюю Ингушетию, потому что у вас нет, у вас только 4, шахар. Знаете, что такое? Общество. 4 общества у вас, больше ничего. У вас, вы не можете, у вас не сходятся цифры, у вас население не сходится. Ваши села, поселки не сходятся. Поэтому у Чечни 400 населенных пунктов, и вы говорите, при том, что они веками вели эти войны, умирали, их уничтожали. 6-7 геноцидов мы, даже последние 25 лет, 2 полномасштабных войны пережили, 300 тысяч чеченцев умерло, убили. Истерзали, или они покинули свое место. Вот 300 тысяч людей мы лишились. И то, вы видите, наше село Автури, почти 20 тысяч населения, село Батиют. Вы знаете, ваши поселки, вам никак Алхан Кала, вот, почти по 20 тысяч, уже почти 10 чеченских сел, почти 20 тысяч населения. Это наш 10 чеченских новых городов. У нас есть 10 городов, потом будет 20 городов, потом будет 30 городов. Ваша, вот ваша, где покажите ваши цивилизации. Никогда вы никаких войн не участвовали, никакие войны на вашей территории не происходили. Ничего, единственный факт истории депортации чеченцев. Вот это есть, от этого мы не отказываемся. Все остальное у вас не было. Деника у нас в Грозном 100 дней, только в одном Грозном, потом он в Мэрту пошел, потом это Северокавказский Эмират введено, или после Горской, или до Горской, я не знаю, когда это было. Вот он туда пошел, потому что это поддержали это исламское государство, кабардинцы, все народы поддержали, кроме вас, ингуши. Вот он, Деникин, пошел словами за единую неделимую Россию, Чечню. Он не пошел в Ингушетию воевать, не пошел в Владикавказов, он пошел в Чечню, потому что он увидел угрозу там. Не у вас, в вашем Далаку, нет, там не было опасности. Он пошел в Чечню, потому что уничтожить Северокавказское вот это Эмират введено. 4 страны его признала, Англия признала, Турция, 4 страны Антанты признала это новообразовавшее государство, и поэтому они испугались. И поэтому вместо того, чтобы воевать с красными в Орджоникидзе, Деникин пошел на Грозный, на Введено. История наша, даже маленького поселка Введено, ваш Ингушев вам не сравнится. Вам история вот это Введено, вам не сравнится. У вас нет таких упоминаний, как наше Введено. После падения Введено Чечня добровольно вошла в состав России, но это по учебнику истории. Но это они добровольно после Кавказской войны там заставили войти. И вот это, вы потом хотите нас вот это, даже это введено, вот затмевает ваши ингуши, даже ваши азрановские выступы, как это назывался, канал Азранской крепости назвать сложно, конечно. И то у нас
У вас, когда вы ходили составить Осетинский военный округ в 1840 году, у нас же Аргунский округ, Ичкеринский округ, там Терский, там Грозный, очень много округов. Чечне, не в Дагестане, не у вас, Ингушетии, Грузии. Это Чечне, это был образован на территории Чечни. Аргун это чеченский город, Аргун находится в Чечне, не в Ингушетии, дорогие мои. Аргунская река, Аргун это чеченская река, это Аса это ваша, это Аргун наша река. Вот замахнулись, можно сказать, на святой, потому что вы знаете, что без истории Чечни, мы оттуда вышли все из наших, это там, в Аргунском ущелье, это самое красивое место, там почти 500 памятников архитектуры, это не то, что ваши, вот эти 3-4 памятника, у нас их там 500, вот на этого замахнулись, чтобы фальсифицировать историю, чтобы сказать, это наши дети, да, ваши дети. Ваши дети прислуживали в городе, в Кавказе, кабардинским князьям. Ваши деды, ваши отцы Ермолову гнались, когда чеченцы умирали, чтобы за это честь, достоинство. А ваши Ермолову задницу потеряли. Разницу чувствуете? Чувствуете разницу между нами, между вами? Ваши... А потом идем со современной истории. Подлизывались Сергу Орджоникидзе, Кирову, Ленину, вот, чтобы добиться вот этих результатов. Но они же вечны. Эти ушли, пришли другие, сказали вам фигу. Сталин вам сказал фигу. И это же не Серго Орджоникидзе, ваш благодетель. И вот так у вас, потому что это если было бы ваше, Сталин бы ничего не сказал. У вас сказали, а вы чеченцы будущие, давайте идите обратно своим братьям. Вот так вас, вы сами захотели, потому что огромный город, Грозный, огромные леса. Вот на что вы Аргунское ущелье, вот у вас вот это было, скорее всего. Эта история очень сложная, конечно. Там рассудить вот это. И даже если невозможно вот одного это право, хотя бы одного заткнуть рот, вот его привести в чувство, о чем это? Значит, вы мужчина, это вы, ваши мочи согласны, это вы хотите, чтобы вот, он специально его оставляете, чтобы вот это блокировать можно, вот 100 порядочных мужчин или 50. Даже 20 человек могут этого человека привести в чувство. Вот не писать в хлебне, вот это, не писать, скажи, Руслан, ты не прав это. Вот если ты оскорбляешь чеченцев, ты их вписываешь их истории, потом другие народы на тебя посмотрят, точно так же сделать с вами ингуши. Вот далеко не надо идти, казаки и осетины. Вот самое интересное, вот потом вы получите. Мы-то останемся, нас никто, и Чингисхан, и Тамерлан хромой, никто нас не смог покорить. И царская власть, вот вы знаете, один выстрел зрания, вы все ингушеты некому будет ощущать. Вот поэтому, и потом они смотрят, хорошо, ингуши, вы так говорите против чеченцев, которые, это честь, гордость Кавказа, вот про них вы такое говорите, хорошо, вот они просто сейчас ждут вот это, вот увидите. Это Суджинский казачий округ очень быстро уйдет от вас, очень быстро, все это мало Чечня, своих хозяев, чеченцев берут. Это казаки, что вы будете думать и молчать, не будут. Это их образование. Они сами вошли в добровольный состав. И еще вы, ингуши, товарищи ингуши, вот по вашей логике, вот вы заявляете, и все ваше. Вот где-то у вас что-то уходило, все ваше. Это хорошо, что тогда это так было. А потом это бывает, история меняется, и все меняется, и по-другому все идет. Но
Вот вы говорите вот это. Я вам приводил в предыдущем видео, что Осетины имеют на полном право сказать, что Ингушетия это их территория, потому что 13 лет это входило в состав Осетинской АССР. Вот это Джарахский район, это Костух-Игурский район. Вот по вашей логике, как вы на этот Каланчось, который до этого входил в Аргунский округ Чеченский, и вот вы после Кавказской войны 1860 каких-то годах вы ее обманом, вот Галанчос, вот, кусочек себе присоединили, потом вот этот местный житель сказали, вы стали мародерничать, захватить земли, уже они вас послали на 3 буквы и обратно в Аргунский округ пошли. И вот это было основание в 2009 году захватить Галанчевский район Чечни. Вот одним росчерком пера вот вы захватили. И вот, знаете, это Аргунский округ, это Сунжинский округ, это Ишкеринский округ, это Грозненский округ. Это все, когда вы входили в 1934 году своим Ингушевским округом, это была территория Чеченского округа. Это Грозненская область, как вы хотите называйте, и в это чеченское. Вот. Мы не могли своим этим маленьким, малюсеньким ингушским округом, там 3 поселками, никак не можем. А вот сейчас вот этот господин Адаргуна, да, это значит Аргунский округ ихний, Сунжинский округ ихний, все вот ихний. Хорошо, я очень рад за вас, честно, вот просто у меня греет, одной стороны мне обидно, что вот так братья так поступают, некрасиво. С другой стороны, меня радует сердце, знаете почему? Я знаю результат вот этих манипуляций, я знаю вот этот результат потом этой сказки. Они поверят себе, они, когда врут постоянно, они потом будут верить в свое вранье, и вот они, знаете, результат у них очень плачевный, потому что если они были бы великими воинами, хотя бы как татары или монголы, или как, я не знаю, чеченцы, или как это арабские вот эти, они не воины, они просто, как сказать, подхалим, да, мирные, можно сказать, мирные люди. Не военные. У них даже сейчас, это осетинский конфликт, 3 дня у них сразу подняли руки, сдались, и сразу этими же войсками, не отходя от кассы, города, Азрани, трупы обжегчих, вот, я не знаю, где, да, что там, умерших людей, там еще не похоронены, они с этими русскими войсками, которые их убивали, с ними пришли захватывать этот Малгобекский, Сунжинский, Чеченский район. Вот вся история. Вот вся вот ваша история. И вот это уже, там уже живут люди. Это уже устояло. Никогда не было там ни одной ингушской души. Вам вот так, вашим сказками, вот Орсхой, это наш, это ингуши. Это не ингуши, это чеченцы. Это просто чеченцы. Они входили, как это акинцы, как это чеченцы, входят в чеченское сообщество. Почему Чечня 400 населенных пунктов? Это же неспроста. Это знаете, она тогда, это населенные пункты, они не сегодня, как у вас, созданы. Ваш Магаса 30 лет, вашим многим поселкам 30 лет, 33 года. Многие новые поселки, и то у вас 46 этих населенных пунктов. Некоторых я видел, 30, говорят, населенных пунктов. Кто-то говорит 30, кто-то, потому что новые, наверное, не считают новый населенный пункт. Вот ваша история там. Можно много хотеть, можно намного рассчитывать. Сказочки, мечтать не вредно, конечно, мечтать не вредно, мечтайте, сидите там. Но вот это удивляет, вот эта ингушская, вот эта наглость.
Вот это. Оказывается, я был прав. И, знаете, как в воду глядел. Как в воду глядел. Это просто я подробно, это одна история. У них, они все по своим секторам работают. Вот это сектор вот этого все чеченское. Потому что в горах у нас мы рождались, в наших горах. Все вот наша история. Вот этот человек хочет, типа он же историк, хочет историю наших чеченцев украсть, хотя бы попытаться так говорить, чтобы ингуши потом возбуждались, потом, как это в 2018 году, знаешь, как они искренне бегали, представляете, на своих площадях, искренне, это женщины не уходили домой, мужиками там ночью ночевали, вот эти замужние женщины с чужими мужиками на этих площадях сидели. Это так искренне поверить. Искренне поверить. Он был присоединен в 2008 году. Даже 10 лет не прошло, как это 150 лет составить чеченцев, и вот они присоединили его, и вот это возбудило, как они просто из ничего. Вот так они сейчас вот задашь вот этого чела, вот чтобы поверили. Конечно, поверят. Они, знаете, люди бесцеремонные, безнравственные. Вот мне скажи, Джайрах чеченский, я не скажу, что это чеченский. И мне в голову не придет такое подумать, такое сказать. Вот дай им аргон, да, аргон их. Город, может быть, город Аргун тоже захватить. Вот он 15 километров от города Груза. Вот как население Аргун тоже депортировать и Арачой, типа там ваше. Вот странные люди, странный народ. Вам кажется, что я волнуюсь слишком эмоционально, говорю, нет, это такая разговор речи. Я что сделал? Я же ничего не сделал, я же... Просто, знаете, я как маленький ребенок в детском саду удивляюсь. Вот это. Представляете, всю жизнь жить с ним, этим чудовищем, и не знать, кто они такие. Представляешь? Если они боялись советской власти, они боялись, и то они умудрялись пакостить. А вот сейчас свобода, 33 лет независимым мужчинам, вот они, мне нравятся ваши контенты, ваши, обижаются, не обижаются, проклинайте меня, не проклинайте. Вот когда вы покажете Азран, Стечополе, вот это мне нравится, вот это мне нравится. Село, город, частные дома, вот это. Театр Назран ваш, там 3-4 домов, село, показывать село. Вам самим не стыдно, строители башни? Вам самим не стыдно, великий строитель? Вы не можете что, дома построить? Вот это, вот это радует, очень радует. Вот поэтому вы и огонь, бесить, зависть – это плохая вещь. Мой вам совет забыть старые обиды, начать новую жизнь. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Я извиняюсь, конечно, за такие некрасивые обороты. Я не хотел, конечно. Но как это выскажешь? Вот вы претендуете на эту букву Г. Галгаре – это вы. Глиговы – это вы. Гамгуши – это вы. Галга – это вы. Вот поэтому я и говорю, гниды тоже, наверное, вы. Вот на Г вы же не можете на это слово Г претендовать. Вот такой небольшой ликбез истории Ингушетии. Пока-пока, с вами был Гномки Женщин.